Что хотят сказать вам высшие силы прямо сейчас? Давайте сегодня сделаем такое общее гадание, не по знакам зодиака, а просто послание для всех, что хотят сказать вам высшие силы прямо сейчас. О чем предупредить, может быть. Итак, мои дорогие. В данный момент рыцарь кубков показывает, что кто-то испытывает, возможно, к вам чувства. И хотел бы встретиться или приехать, или как-то поговорить с вами, пообщаться поближе. Кто-то буквально направляет на вас свое внимание, но это внимание связано именно с любовными чувствами, с романтическими переживаниями. Прям испытывать чувства, мечтает о вас и все время думает о вас. То есть вообще постоянно мысли только о вас. Возможно, это мужчина, король пентаклей, если вы женщина. Если же вы мужчина, то скорее женщина видит в вас очень большие перспективы для будущего, для серьезных отношений, для себя, так скажем, для вас, чтобы были стабильные отношения, чтобы можно быть уверенным в этих отношениях, да? Вообще завести семью. Если у вас уже есть семья, возможно, человек, который рядом с вами, испытывает к вам большие чувства и уверенный в вас человек, но при этом, помимо этого человека, к вам кто-то тоже испытывает большие чувства, мои дорогие. То есть, да, такое бывает, это не значит, что вы обязаны изменять, да, своему любимому человеку, но и не может такого быть, чтобы никто не обращал внимания. То есть все равно, если вы хороший, интересный, привлекательный человек, почему не обратить на вас внимание? Дальше мы видим шестерку кубков. Шестерка кубков показывает, что кто-то скоро появится в вашей жизни из прошлого. Буквально напомнит о себе. Но также, возможно, ждет вас любовное предложение, любовное свидание, подарок, связанный с чувствами. Вот. Но я вижу здесь действительно вот такое вот прям четкое ощущение, что вы кому-то понадобились очень сильно, и к вам прям есть романтические чувства, да, это мир романтические. Да, по вам скучают. Вот видите, четверка кубков. Говорит, что скучает кто-то по вам. Может быть, вы не совсем обращаете внимание на этого человечка-то. Так, восьмерка кубков. Вы в последнее время, вероятно, чуть-чуть были в болотце, мои дорогие. Вот, бывает такое, что как застреваешь в какой-то вот ситуации, мучает стабильность, стабильность, бытовуха мучает, депрессняк. Вот. Вроде как бы все хорошо, но в то же время и не совсем. Ты себя чувствуешь не в своей тарелке. Так вот, скоро вы выйдете из этого состояния и начнете обретать свое жизненное счастье, мои дорогие. Дальше мы видим пажа пентаклей. Появится возможность чуть-чуть подзарабатывать побольше. Какие-то денежные перспективы открываются или предложения. Вы чему-то, возможно, будете обучаться, что-то читать, смотреть обучающие видео, развиваться. Вам станет что-то интересно, и в связи с этим будет полезное знакомство. Так. А дальше мы видим восьмерку мечей. Восьмерка мечей показывает, что какой-то человек привык, что может полагаться на вас. Каждый раз такой человечек строит из себя такую жертву, да, жертву. Сделай за меня, вот так прям намекает, да, всем своим видом. Не то, что ведь просит голосом, да, а именно намекает всем своим видом, и вы уже бежите спасать этого человечка. Так вот, эта ситуация начнет меняться, мои дорогие. Хватит пользоваться вами. И вы начинаете идти по новому пути. Шут показывает новых людей рядом с вами. Более полезных и интересных, веселых, и не зависящих ни от вас, ни вы от них. У вас, скорее всего, будут новые знакомства, и не одно, а может быть несколько, и новый путь в жизни. Да, на этом пути тоже придется рискнуть, но это будет веселое приключение. Вероятно, вы отправитесь куда-то в путь-дорогу. Вокруг вас будет незнакомая, неизвестная обстановка, а еще будет король мечей. Король мечей – это властный человек, обладающий многочисленными полномочиями, но при этом слишком честный. У него завышенный уровень чувства справедливости. Таким человеком нельзя пользоваться. Не вздумайте этого делать, хотя, скорее всего, я думаю, пользуются обычно именно вами. Этот человек не будет вами пользоваться, и вы не будете им пользоваться. Вы будете в честной команде, в честном общении, так скажем, с этим человеком. Он будет очень вас уважать и в итоге допустит к своему ближайшему кругу, что, знаете, незаменимо. А дальше мы видим отшельника. У вас появится в жизни какой-то духовный наставник, учитель, так скажем, гуру.
Карта показывает такое высшее духовное развитие. Может быть, что вы с этим человеком будете как-то тет-а-тет общаться, встречаться где-то в таком месте, где никто не знает, чтобы он дал вам посвящение, какие-то тайные знания. Ну, либо это по интернету общение, но так вот тет-а-тет, чтобы никто не знал почему-то. Может быть, это какие-то знания, которые запретны. Туз жезлов, возможность. После этого появляется в жизни очень яркая возможность, идея буквально для реализации. Я думаю, чтобы поднять свой уровень по финансам. Дорогие мои, духовность и финансы неотделимые. Так же, как и физическое здоровье, неотделимо от духовности. Почему? Ты чувствуешь Бога, когда у тебя все хорошо. Когда у тебя все плохо, ты перестаешь чувствовать Бога. Да? Ты на него обижаешься. И вот, чтобы добиться этого хорошо, с Богом нужно дружить. И научиться чувствовать его, когда тебе плохо. Ты только начинаешь так чувствовать Бога, когда тебе плохо, тебе всегда становится хорошо. То есть, понимаете, вот это вот, ну, такую, как пройти, надо еще научиться этому всему, да. Рыцарь Пентаклей, да, после того, как вы обретете этот новый проект, новую цель, новую возможность зарабатывать, вы начнете над этим очень скрупулезно трудиться. Прям, как говорят, не покладая рук, вам будет помогать, возможно, какой-то мужчина. И может даже не один, но работы предстоит очень много. Но вы добьетесь успеха, вот потихоньку, полегоньку, но ваш финансовый уровень явно скоро поднимется. Явно, благодаря вашим трудам. Ну, вот такой интересный ответ сегодня получился. А всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Пишите, ставьте лайки, комментарии. Да, вот очень важны комментарии. Пишите как можно больше. И до новых встреч.